сами себе сократили присутствие. По этому блоку, значит, вопрос. Мы с вами, наверное, тогда в субботу проведем зачет, такой итоговый. Сейчас каждый преподаватель, допустим, Марина Геннадьевна, будет вопрос представления какого-либо урока по теме. Для меня важно, чтобы вы ответили на все вопросы, которые сейчас мы с вами освещали. То есть это нормативно-правовое регулирование в государстве, порядок регистрации и регламент вот сегодня прохождения религиоведческой экспертизы. Вот здесь у вас есть вот такой словарь справочник, стоит религиозная организация Республики Бурятия. Здесь есть разделы о каждой конфессии, которые вы будете слушать. И вот все, что я затрагиваю сегодня, с вами проговариваю, нормативно-правовой, это и есть в вводной части здесь. Это мы сами составляли, это наша работа. Вот, он вам очень пригодится. В библиотеке здесь можете его, но если вы запишетесь и будете нашими читателями, тогда вы можете в зал получить. Домой такое не выдается. Вообще есть во всех районах националки. Это делало правительство большим тиражом, в каждой библиотеке сельской должно быть. Но в любом случае, он, по-моему, есть у нас выставлен в интернете на сайте Руконт, полный текст. Вот мои вопросы будут связаны как раз с созданием вот этого раздела в субботу по первой части. Как сайт называется? Руконт. Вы должны зайти на наш сайт библиотеки, и там найдете базу Руконт, потом Бурятский государственный университет. Ну, здесь мы не сможем? Здесь можем. Может, можем. На браузер нажмите. Не-не, вот лучше этот, другой, Google. Рядом, который внизу. Угу. Самый внизу. Вот это, да. Так. Наверху плюсик делать. Это закроем, да? Закроем? Не-не-не, вот плюсик сделать вверху. Дополнительно. Без очков один. Как сайт назвать? Рукон, да? Ну, надо найти нашу библиотеку сначала на сайт. Сначала заходим в БГУ, через БГУ, давайте, чтобы они понимали, как. Все на месте. Так, сначала заходим вот сюда, это сайт нашего университета, затем библиотека. Здесь электронные ресурсы. И вот вниз вы смотрите, да, сюда, вот, чуть ниже, консультант студента, вот Рукон. Электронная библиотечная система Рукон. Ну, я время тратить не буду. Здесь как будет поиск, да, вы делаете? Или нажимаете коллекция религиозной организации Республики Бурятия, но можно зайти через вузы, найдите Бурятский государственный университет, и там уже все те труды свои все отдаем сюда, в электронке, это сюда. Вот. И здесь уже можете, ну вот, надо искать долго, да? Таким способом. Как называется? Религиозная организация Республики Бурятия. Ну и вот так уже дальше, да? Тут еще вот есть вот этот. В PDF-ке, да, у нас еще мы давали. То есть вот в итоге, вот я думаю, что вы к субботе с такой книжкой справитесь. Все тогда, я назад. На презентацию. Другую, другую начнем сейчас. Презентацию другую, да? Ага, тут открою книжку, постаралась. Так. Около. Религиозная? Нет, только что было. Мы с
вами переходим на другую тему, которая будет связана с историей одной из конфессий, которая представлена у нас с вами в Республике Бурятия. Это история древней православной церкви. Ну, чтобы рассмотреть этот вопрос, я обычно начинаю эту лекцию с такой вот картинки. Когда мы с вами говорим о старообрядчестве в Бурятии, всех у нас сразу автоматически возникает образ, да, женщины вот такой, которых мы называем сегодня эту категорию, этноконфессиональную группу русского населения Республики Бурятии семейский. Но вот как раз моя задача сегодня вам объяснить о том, что появление старообрядчества на территории нашей республики вызвано совершенно другими причинами. И совершенно, я думаю, неправильно, когда мы с вами говорим о старообрядчестве, или скажем, о потомках семейских, которые проживают в районах компактного проживания, таких районов, как Тарбагатай. И вот все, что показывают сегодня в туризме, да, особенно встреча гостей, у нас встречают на Амулевке, там праздник, сразу продают рюмочки, начинают песню петь, затем заводят, показывают праздник. К сожалению, история и судьба этой конфессии очень тяжела. И наша с вами задача, когда вы будете останавливаться на истории древней православной церкви, как раз это отметить. И появление потомков староверов на территории Бурятии сегодня носит именно особенный характер. Почему? Потому что их появление здесь было связано с очень серьезными событиями, которые проходили на территории нашего государства в период 17 века. Но говорить о старообрядчестве я буду говорить, акцент делать на Республику Бурятию. Вообще говорить о том, что сегодня старообрядчество присутствует на территории Байкальского региона и в Иркутской области, в Забайкальском крае, да, это Красночекуйский район, село Малоархангельское, Урлук, Петровский завод. Что касается Иркутской области, старообрядцы там представлены были только в городе Иркутске. Одна так и называлась города Иркутская старообрядческая община на территории города Иркутска. Поэтому времени не позволяет, мы будем говорить сегодня только о Республике Бурятия. Любая конфессия сегодня должна рассматриваться прежде всего с момента, какая была вероисповедная политика государства. Все это зависит от того, какую тактику вырабатывало государство для того, чтобы показать и рассмотреть ту или иную конфессию. Поэтому, если мы с вами будем рассматривать сегодня появление лютеранства или говорить о том, каким образом появляется и почему буддизм у нас при Екатерине имеет свой статус государственной религии, всегда мы будем исходить с вами и должны исходить от понятия, какая была вероисповедная политика на территории нашей Российской империи. Термин «вероисповедная политика» появляется в период XVIII века. Сегодня мы этот термин употребляем редко. Мы говорим сегодня история государственно-конфессиональных отношений или отношений государства и церкви, правильнее, да, говорить. Поэтому от той модели, которую мы будем рассматривать, если речь вести о 20 веке, 21-м, в 20 веке это государственно-церковные отношения, затем мы вырабатываем модели определенные, строим многоконфессиональное общество, то, что я вам говорила на предыдущих. Так вот, из этой теории мы с вами возьмем два термина, которые будут влиять на то, как появилась сегодня древнеправославная церковь на территории нашей республики. В первую очередь нас будет интересовать церковный раскол. Если помните, из истории России эта ситуация была, появление старообрядчества было связано с нововведением реформ Никона. В 17 веке, когда стал вопрос о том, чтобы нужно было пересмотреть ситуацию, каким образом ведутся обряды и по каким книгам читаются те или иные службы, был создан такой как бы творческий союз, как он получил название, «Кружок древнего благочестия», в который вошли тогда молодой инок Эпифаний, протопоп Авакум, Никон. Они обсуждали именно те вопросы, которые были записаны когда-то на Священном соборе в Кормчи, той книге, где правильно велась та или иная, как должна вестись та или иная служба. Ну так вот, вторая половина 17 века нас приводит совершенно другие исторические события. К власти приходит тогда молодой Алексей Михайлович, которому просто-напросто нужен помощник, духовник, и он начинает задумываться, не обратиться ли мне к кружку этому древнего благочестия, который рассматривает будущую духовность России. И вот из этого кружка он выберет тогда Никона, митрополита, который предложит свой вариант ведения реформ. И вот эта реформа, которую вводит митрополит Никон, как раз будет идти в противоречие всем тем основам, которые закладывали в идеях молодой протопоп Авакум. Почему у нас появится с вами церковный раскол? Те, кто примут нововведения и пойдут за Никоном, будут называться никониане, а те, кто не примут реформы Никона, останутся за те обряды старой веры, они получат название старовер.
Вот этот церковный раскол, который произойдет в 1665, сначала в 1652 году, затем в 1654, хочу обратить внимание, сейчас, здесь у меня нет, да? Я тогда так устно остановлюсь. В школьном учебнике, особенно в учебниках 9 класса Данилов-Косулина и вообще в учебниках 19 века по истории России 19 века очень мало уделено внимания проблемам истории церковного раскола. Проблема здесь в том, что в истории наших учебников эта тема подается как результат. Что да, был церковный раскол, был реформатор Никон, вывел реформы, вакуум не подчинился, и поэтому появилась у нас церковный раскол, в результате которого появилось старообрядчество. К сожалению, вся трактовка это сегодня вызывает дискуссию, и сегодня нужно еще раз вернуться к истории проведения этих реформ. И в учебнике нашем с вами истории написано, что раскол произошел в 1666-67 год. К сожалению, все нововведения, которые произошли в этот период, они были намного раньше. Первое, то, что вводит Никон, это в 1652 году на Пасху замена двоеперстия на троеперстие. Ну, все, обычно студентам, когда говорю, у нас ребята не все понимают, что такое двоеперстие и троеперстие. Крестное знамение, да? Замена крестного знамения. Ну, скажите, как вот молодые мне покажут. Я уверена, вы покажете. Девочки, как крестное знамение, это что такое? Ну вот крестное знамение, да? Шипоть у нас да. называют. То есть вот было заменено двоеперстие, да? Вот двоеперстие, вот так вот, да? Двоеперстие было заменено на троеперстие. Но почему мы говорим на Пасху, почему именно в этот год? Потому что мы знаем, что все новости у нас в Российской империи, когда не было ни интернета, ни радио, где сообщались утром на службе. И вот там впервые было объявлено, что теперь будем совершать молебны так. Второе изменение, которое на следующий год придет, это изменение поклона. Земной поклон был заменен на поясной. Но вот тоже не совсем понятно, что такое земной поклон и почему его нужно совершать. Это принципиальная сегодня позиция, которая сохраняется в Русской Православной Церкви и отличается от Древней Православной Церкви. Земной касаться земли. Сейчас я хочу вам показать. Как-то я с окладочки у меня были. Вот, да? Земной поклон, да? Чтобы его совершить, нужно быть, во-первых, физически очень крепким человеком и коснуться земли. Вот. Чтобы не касаться земли, нужно было использовать обязательно подручник. Вот такой вот небольшой, его называют тканевый коврик, да, который сегодня используют для того, чтобы, ну, старшее поколение сидит, трудно согнуться, да, обычно в наших храмах выдают и на скамеечке, да, подручник. Вот так он выглядит, да? Такой квадратик, у него тоже особое строение. Почему? Потому что он здесь поближе. Ну вот, да, например, вот 4 Евангелия, и обязательно будет серединка, вот куда нужно коснуться, да, чтобы не коснуться пола. Это земной поклон. Земной поклон меняется на поясной. Ну, поясной понятно, да, в половину. Вот сегодня вот эта трансформация литургии, которая происходит, она действительно изменяется. Вот сегодня мы с вами в храм приходим на службу, видели службу? Что осталось у нас от земного, от поясного? Мы иногда в платочках стоим, киваем, да, вот максимум, что мы сегодня можем из этой службы осталось, да. В чем был смысл вот самой службы? Что такое земной поклон, особенно использование всех канонов, которые служба была дольше. И служили они не просто как бы на память, а служили по лестовкам. Вот такой есть атрибут во время службы Древней Православной Церкви, лестовки. Такой вид четок кожаный, вот, с помощью которого перебирают во время службы. И вот они делятся, я вам принесу на следующее занятие, которые вот так обычно держат и перебирают. Там идут бабочки маленькие, потом доходят до большой и начинается поклон. Или еще вот что изменяет Никон, говорит, изменилась сугубая аллилуйя. Мы с вами четко слышим, да, когда во время службы надо, говорят, слава тебе, Господи, слава тебе, Господи. Сколько раз надо сказать, это как раз определяется количеством четок на лестовке, не просто так. И потом пошел поясной поклон.
Поэтому служба, утренняя служба, которая сегодня будет идти в Старообрядческом храме, она будет гораздо дольше по времени, она требует достаточно больших физических усилий. И служба, которая сегодня более-менее трансформировалась. Вот. Этот момент сегодня принципиально важен, потому что он сохранился. И когда для Никона было неважно, какой будет поклон, и постепенно эти нововведения привели к тому, что постепенно меняется и церковное пение. Мы знаем с вами, что сегодня в храме поют всегда, в любом храме служба поет клиросный хор. Вот сегодня, если в Адигидре зайдем сегодня на утреннюю, мы с вами будем слышать, как поет клиросный хор. Как будем слышать? То есть, и слова будут четко понятны. Там, слава тебе, Господи, они поют, мы на слух воспринимаем. Это пение, которое сегодня используется в храмах Русской Православной Церкви, портесное пение, то, которое было введено Никоном для того, чтобы приблизить к образцам европейского католического церковного пения. Что касается сегодня древней православной церкви, сегодня в Старообрядческом храме, вы услышите там унисонное пение, поют по крюкам, знаменное пение. Голос будет непонятный. Один начинает, второй вот такой, да? И сам распев закрывает одно на другое. Почему говорили? Староверы поют по крюкам, то есть они поют по тем нотам, которые были записаны. Вот, теперь я вам могу показать, если немножко есть. И вот это, да, например, вот это вот такие вот черточки, раз они говорят знаменное крюковое пение. То есть до древней православной церкви, которая была до реформ Никона. Это сегодня сохраняется. Сегодня передача этого церковного пения имеет особое значение. И прошу не путать с тем фольклором застольным, который тоже сохранился сегодня у наших представителей старообрядческих, да, общин. Этот момент. Что касается самого креста, то на сегодняшний день он тоже имеет принципиальное значение тогда, когда реформа Никона была. Для него было принципиально важно изменить именно это восьмиконечный крест, да? Вот видите, вот это, если посчитать, то убирается эта перекладина, шестиконечный крест. Он приближается к той католическому кресту. Вот это тоже принципиально было изменено. И сегодня вот с вами, как взрослые люди, мы иногда можем посмотреть, в чем сравнение, когда увидите, чем Старообрядческий крест отличается, допустим, от креста синодальной церкви, да, никонианской, как говорили в то время прихожане, то как раз вы не увидите распятие. Сегодня существуют кресты, которые есть в храмах старообрядческих, это обязательно будет с распятием, это будет восьмиконечный крест. И те, которые кресты одеваются во время крещения, называется нательный крест. Вот принципиальным отличием было для того времени, сегодня любой старообрядческий храм, когда будет крещение, вы посмотрите на этот крестик, он не имеет распятия. Он делится на мужской, женский крестик, детский, но распятия на нем нет. Эта позиция сегодня принципиально осталась и до сегодняшнего дня. Что касается самой иконы. Иконы тоже сегодня большая часть старообрядческих храмов сохраняют на дереве. Они будут идти вот в таких иконостасах деревянных. Да? Особенность иконы старообрядческой в том, что она будет без вот этого небольшого ящика, как мы говорим, да, киот, без киота. Без стекла, без парчи, без всяких оформлений, вот чеканки. Это будет выполнено на дереве, и у них будет отличие старообрядческой иконы будет в том, что она вот такой, если ее провести, она будет иметь такую выемку, ковчег. Вот. Большая часть икон, которая представлена у нас сегодня, она относится к тому дореформенному периоду, который есть у нас сегодня в храмах. Ну, само строение храмов, тоже архитектура храмов сегодня позволяет нам как раз увидеть, какое внимание уделялось именно, вот вы видите, простой иконостас деревянный, храмы редко, вот, кафедральный храм у нас покрыт, купола позолоты, желтые, да, а если вы будете смотреть районный, в любой храм, то вы там увидите обыкновенный храм с очень такой скромной архитектурой и вот деревянные иконостасы. Что характерно для нашего региона, это огромное количество вот такой медной пластики, да, это медно-литейная пластика, она присуща нам, почему, так как конфессия была гонимой, и иконы с собой брать было нельзя, и нужно было совершать обряды, вот развернув полный вот этот литургический ряд и совершать обряды как-то где-то там, скажем, в закрытом помещении. Ну вот такая вот коллекция икон сегодня характерна и для нашего региона. Поэтому для того периода, который был в начале церковного раскола, было характерно разделение общества на тех, которые, еще раз, поддержали реформы Никона, их называют никониане, те, которые не
согласились они староверы. Государство для них придумывает, вообще ставит их вне закона и считает, что это ересь, которая не согласилась с официальной политикой церкви, называет их раскольниками. И этот термин будет во всех документах 1905 года. Раскольники. Считается для тех людей, которые сегодня считаются истинно верующими, то есть представители древней православной церкви, этот термин очень оскорбительным, потому что раскольники не они. Да? Термин старообрядцы появляется в XIX веке, когда во всех университетах будет введена кафедра по истории раскола, и там появится изучение, появится слово старообрядцы. Это такой больше научный термин. Если мы с вами хотим правильно сказать и свое выразить отношение к тем людям, которые относятся к этой церкви старообрядческой, правильно, более корректно будет для них название древле православные христиане. Древле православные христиане. Что происходит среди самого старообрядчества? Та часть староверов, которая посчитала, что государство их предало и стало уходить из центра, это беспоповцы. Беспоповцы. Они считали, что им не нужна иерархия церкви, не нужно государство, может совершать обряды в закрытом. И лидерами этих направлений являлись уставщики и начетчики. Правильно говорят, еще у нас представлено варианте и то, и другое. Беспоповцы — это вот когда есть грамотный старик, мы говорили, уставщик, начетчик. Только те, которые правильно читают каноны древней православной книги в литургии. Да? Кроме того, все эти беспоповцы, большая часть центра находится сегодня в стороне Прибалтики, мы об этом поговорим, но у нас, они делились на толки и согласия. Внутри несколько толков формировали согласие. Разница здесь не в теологической доктрине, разница в культовой практике. Вот, например, был толк песочников, когда вот в первые времена после церковного раскола, который они не хотели выразить, толк песочников, которые вместо воды использовали песок во время крещения. Или, например, толк, у нас были темноверцы здесь вот в начале 20 века, вот район Шаралдай, вот эти селения Десятникова. В чем был темноверцы? Они считали, что вообще староверы не используют тех свечей во время службы, которые сделаны из парафина на государственных заводах. И поэтому они считали, что если у нас уж нет свечей, мы будем службой в темноте, темноверцы. А потом уже, когда к нам пришли вот эти машинки, когда можно из воска делать свечи, сегодня для каждой старообрядческой общины принципиально является таким мастерством уметь делать свои восковые свечи. Да? Вот так появилось название. Но это не значит, что они стали какими-то там отшельниками, куда-то уходили. Почему? Потому что во многих документах этого периода именно они становятся представителями, во всех документах государства они становятся представителями сектантства. Их отнесут к этому в первые 30 лет после вот в связи с делением. А так это просто вот в том месте, где далеко была сама центр, проблема образования епархии, то это будут толки и согласия. У нас они были тоже. Ну, вот в Тарбагатае даже в 20 веке был толк чистяковцев. Почему? Потому что Чистякова в Десятниково жила, бабушка грамотная. Ну вот она умела читать и все. Вот и все, значит, автоматически чистяковцы. Что касается поповцев, то есть это то направление, которое посчитало, что нам нужно сохранить иерархию древней православной церкви, то есть епископат, но только совершать обряды по старым образцам, да, те, которые были до реформы. И вот эти поповцы, они тоже существуют и у нас. Вот то, что я вам назвала, два храма, у нас есть кафедральный храм на Ткацкой 2. Это поповцы, которые представляют сегодня вот эту русскую древнюю православную церковь Новозыбковская епархия. Но самая ранняя епархия была образована за рубежом, потому что на территории Российской империи не разрешали образовывать институт епископов старообрядческих, поэтому здесь появилось село Белая Криница на территории Австрии. Село Белая Криница, там есть вот храм, в котором был освящен епископ Иосиф, и в 1846 года и берет начало зарубежная, сегодня она правильно говорит, зарубежная старообрядческая Белокриницкая церковь. А уже в советский период, 23-й год, смотрите, когда уже здесь такие были проблемы, связанные с установлением советской власти в России, так в СССР, тогда уже была образована епархия Новозыбковская. Сегодня она есть, это Подмосковье, та и другая есть, огромные представительства есть в Москве. Новозыбская епархия готовит сегодня священников старообрядческих. То есть это сегодня является современным представлением старообрядчества в двух метрополях.
что происходит с тем населением, которые не принимают раскол, да, и начинают уходить? Первые потоки, которые идут сразу после церковного раскола, 1666 год, когда уже и Никон не будет самим митрополитом, когда Алексей Михайлович уже поймет, что та реформа, которая была введена извне, не сможет изменить состояние общества. И поэтому Никон будет сам очень расстроен в том, что он участвовал в такой трансформации общества, заделал самый идеологический стержень. И все это привело к тому, что у нас начинается уход населения. Первые, кто уйдут на территории стран Латвии, Прибалтики, Эстонии, это поморы. Сегодня центр беспоповцев там. Население этих государств сегодня является вот, поморы, это те староверы, которые прибыли туда в 17 веке, это те сегодня являются коренным населением. Я в 2008 году в Тарском университете читала вот этот курс по истории Древней Православной Церкви, и вот мы посещали несколько общин в районе Эстонии. Чудское озеро, там несколько городов, вот таких небольших, типа как наш Кяхтово, да, примерно. Но для населения, которое живет на территории таких городов, как Кольке, Мустовы, государственным языком является русский язык и эстонский. И вот когда мы ехали, это очень тяжелый период, когда здесь сейчас отношения с Эстонией сложные, да, особенно с русским населением. И мы как-то, знаете, пугались, когда получали визу. И нас сразу в Министерстве культуры Эстонии написали, что вы когда будете говорить, куда вы едете, вы сразу говорите, вы едете к поморам. Поморы – это коренное население, а все остальные русские в Эстонии – это оккупанты. Вот они так, все, что касается 20 века. Но если помните из истории, они в 1941 году только присоединились в СССР насильственно, да, советы были созданы. Так вот, и это действительно было так. В консульстве Эстонии зеленый цвет, министр культуры Эстонии встречает, выступали и в театре, и в самом Таллине, во всех. Отношение было как к дорогим гостям, которые прибыли поморам. То есть вот это сегодня говорит о том, что во многих государствах, особенно Европейского Союза, эта история изучается с правильных, наверное, позиций. Вот я в ноябре была на конференции в Румынии. Вот, следующий поток, который уйдут сюда, на территории Молдова, сегодняшней Румынии, Украины, это липовани. Они получат этнонимы, староверы получат этноним липовани. Центром липованства является город Браила в Румынии, и вот Бухарестский университет, в котором работали в ноябре, как раз демонстрировал, что они сделали по изучению липован. Почему липоване? Они считают, что они жили в районе Липы, и все иконы у староверов вот этих территорий зарубежной метрополии сделаны из лип. Что касается еще одной ветки, которая уйдет на территорию уже с восстанием Степана Разина, уйдут некрасовцы, казаки. Их староверы огромное количество уйдет потом в Турцию, и они получат этноним некрасовцы. Для нас же с вами характерен поток, который уйдет на территорию Польши. Вот почему? Потому что предки наших потомков севийских пришли сюда из Польши. Почему это произойдет? Сначала из центра России уйдет на огромное количество людей, крестьян, которые не согласятся с нововведениями. Почему? Потому что польское правительство им предоставит льготу на ярлык на княжение, разрешит им исповедовать свою веру, но за это они предоставят огромное количество хозяйственных угодий. Все это приведет огромный поток на территорию Польши. К власти придет Анна Иоанновна в 1735 году и задумается о том, что почему такое огромное количество крестьян работает на другое государство. Надо их вернуть. Издаст несколько указов, послабляющих местоположение, статус, особенно в конфессиональном плане. Никто ее не послушает. И она отправит такой отряд под руководством Маслова, который физически истребит центр на территории Польши, ветка. И через 5 лет опять огромный поток староверов из центра будет уходить на территорию Польши, потому что там появится уже Ергиз, Стародубье. Вот эти территории, на которых будет им дозволено служить, носить неуставное платье, то есть рясу, да, носить бороду, потому что Петр I введет огромный налог за ношение бороды. И все это позволяет огромному количеству людей уходить на территорию польского государства. Сегодня мы говорим о том польском государстве, это Речь Посполитая, это те, которые сегодня, если в современных границах смотреть, это сегодня Гомельская область Беларуси.
Вот, и уже когда придет Екатерина II, которая посчитает, что надо вернуть, она больше всех сделает свое послабление указом для того, чтобы вернуть раскольников из Польши, и она скажет, пусть они живут на окраинах, мне так будет спокойнее. И в 1762 таким же, уже, знаете, более серьезным отрядом государственная политика будет разработана по возвращению староверов с территории Польши на территорию Российской империи. 23 партии будет создано по 200 человек, на каждую будет выдана от государства одна подвода, провиант на мужчину рубль 20, на женщину 80 копеек, на ребенка 20. И вот так по государственной политике Екатерины II огромное количество староверов будет вывезено из территории Польши. Они будут 23 партии идти сюда, на территорию, в Сибирь, как она скажет. Но на территории Урала останется 8 партий, это сегодня староверы Урала киржаки, носят этноним. По слову киржич камень, да? На территории Алтая останется несколько семей, это староверы Алтая сегодня носят название этноним кулгуры. И 14 партий придет к нам. Почему мы говорим, что мы регион-транслятор старообрядчества? Потому что создадим компактный ареал. Придя к нам, они получат этноним у нас семейский. Сегодня среди научного сообщества тоже нет единого мнения, почему они так называются. Ну, одна версия есть. Исследователей много, кто занимался этой проблемой. Первый фирст школы, которые говорят о том, что они были приданы сюда семьями. Да, вот почему семейские, чтобы большими кланами сюда переселялись. Вторая версия, иркутский исследователь-филолог, говорит о том, что они были сюда переселены с реки Сень. Поэтому у них такое название. Но сегодня у нас университет очень много работает в этой области, наши филологи, лингвисты работают по диалектологической практике. В районах компактного проживания семейских у них есть свой вариант о том, что были такая категория купцов, семейщики, которые тоже представляли слой, потому что купцами они быть не могли, староверы, потому что государство запрещало им быть купцами ни первой, ни второй гильдии по закону, а по капиталу они были намного богаче, и поэтому их называли богатые крестьяне. Вот сегодняшний наш РДМ, где, знаете, кинотеатр РДМ, здесь Азиатский Тихоокеанский банк, и вот внутри есть двор построен, да, Курбатовский какой-то там был центр. Вот это, как бы сказать, купеческий дом богатого старовера крестьянина Борисова. Вот, поэтому ситуация с этнонимом будет разной. Вот после расселения в Забайкале, часть из них в начале 20 века уйдет на территорию Якутии, Аянский тракт. Сегодня в Якутии село Павловское есть старообрядческая община, но так как очень суровый климатический климат не позволит им там поднимать хозяйство, они уйдут на территорию Дальнего Востока. Сегодня северный район Хабаровского края, Тернейский район Хабаровского края, это староверы, они получат тут, не будет у них названий, не такие есть, там сегодня старообрядцы. В 1862 году будет основан город Владивосток, и здесь, вот по мнению Фирстюта Шиболны, что одним из основателей города Владивостока являются староверы Забайкалья, братья Малютины. Уйдя на территорию Уссурийского края, Дальний Восток, староверы постараются составить, те, которые наши забайкальские староверы, оставить точно такой же точно такую же улицу, точно такое же количество красивых расписных домов. Это настолько было приятно видеть. Я сама студентка, заканчивала Дальневосточный университет, и мне когда на первом курсе повезли молодого историка, на практику, у нас все историки, мы ездим в археологическую практику, везут по Приморскому краю, едут в село Тарбагатай, 6 домов, один в один, как у нас, раскрашены. Проезжаем село Ягодное, село Ключи. Вот, ну, наверное, это подтолкнуло меня к изучению этой темы, что я потом в 5-м курсе стала это переосмысливать. Вот. Но самое главное, что придя на эту территорию, сохранили не только название своей фамилии, клановой, да, но и еще само строение жилища и, естественно, костюм, да, потому что особенность нашего костюма имеет разницу между всеми другими костюмами. Вот, перейдя сюда, это все в период на территории Российской империи. С приходом власти большевиков, но большая часть старообрядцев не примут советскую власть и будут эмигрировать с первой волной эмиграции. Вот из староверов с Дальнего Востока они уйдут на территорию Китая, в Харбин. Сегодня в Харбине есть остатки небольшого храма, в котором будут служить священники. Чем особенно Харбин именно для нас с вами, это тем, что вот такая огромная епархия, забайкальская, старообрядческая, она называлась Камчатская, Дальневосточная, всего Дальнего Востока,
будет оформляться из Харбина. К нам будут идти письма в Тарбагатае, к нашим староверам, о разных там создается епархиальный совет, то есть статус вот этой Белокременской епархии будет высок. Но когда в 27 году умирает этот епископ, который будет возглавлять общины в Харбине, станет вопрос, кто же будет кандидатом на такую огромную епархию. Будет 13 кандидатов вот из всех вот этих дальневосточных, иркутских, забайкальской, амурской епархии. Из 13 кандидатов побеждает кандидатура нашего Амвросия Федотова из Тарбагатая. И центр из Харбина переместится к нам в Тарбагатай. Сегодня уникальный фонд есть 478, который как раз рассказывает о том, чтобы как раз как центр из Харбина, из Китая переходит к нам в Тарбагатай. Пойдем сможем, коричневую книжку, что длинная. Ну, если кому интересно, какие есть документы, какие письма, переписка, мы с своей коллегой с БНЦ издали такую монографию «Иркутская Амурская епархия. 100 лет истории древнего православия». Там как раз есть документы и вот интересные факты переписки наших тарбагатайских священников с списками всех городов и особенно из Китая. В Китае не так долго будет старообрядчество иметь легальность, потому что после китайской революции в 1939 году им придется эмигрировать на территорию Австралии. Сегодня в Сиднее есть центр старообрядцев, кладбище в Сиднее, на котором есть захоронены потомки наших старообрядцев забайкальских. Из Сиднея они уйдут на территорию уже штата Орегон в Америку, а вот те некрасовцы, они перейдут потом из Турции, перейдут на территорию Боливии и Уругвай. Вот сегодня идут фильмы о том, что нужно, как возвращаются туда потомки именно Боливии. Это связано вот с этим большим миграционным потоком. Ну, район Харбина. Особо хочу вам отметить, посмотрите, в Харбине находится, и вот эти села, где были староверы расселены, Манчжурия, Трехречье, Хайлар, это все старообрядческие общины забайкальских семейских, которые уходили с территории Забайкалья. И сегодня занимаются исследователи Дальневосточного университета, очень много японских исследователей изучают Трехречье, Хайлар, вот Манчжурию, где сегодня в Цицикаре есть остатки архивных документов, в которых как раз присутствует след староверов из Забайкалья. Особо хочу сказать о том, как расселялись у нас, почему у нас все-таки ареал компактного проживания. Да? Вот если посмотрите на эти красные точки, да, действительно, по указу Екатерины было прописано не расселять, не подселять их к коренному населению, к русским, не подселять к коренному населению, бурятам, расселять вдоль рек. И сегодня, если вы будете ехать, вот, допустим, в сторону, мы едем, Тарбагатай, посмотрите, здесь у нас Саратовка, Вознесеновка, Сибирь, да? Как раз вот эти были заимки этих сел, которых потом они выселялись. То есть это в голове всегда было. Они никогда не подселялись. Заимки делали свои самостоятельно. И вот этот ареал компактного проживания как раз здесь как раз показан, да? Все старообрядческие села. Сегодня есть эта интерактивная карта, она есть такой диск. Можно для уроков использовать, так нажмете на кнопочку, и тут появятся все книги о этом населении, история этого села. Диск этот есть и у нас, и в Национальной библиотеке. Я хочу подчеркнуть здесь три таких важных направления, которые называются адаптация. Придя на такую дальнюю территорию с огромных, таких теплых, наверное, краев, как Гомельская область, да, сегодня, вот тогда Польша, первое направление адаптации для них было это прежде всего иная климатическая среда. Нужно было привыкнуть к климату, уметь найти те методы хозяйствования, которые позволили им здесь выжить. И как видите, из истории старообрядчества Забайкалья мы это видим, огромное количество интересных фактов, когда они стали очень заинтересованно заниматься овощеводством, растениеводством, то все, что связано с огородничеством, это присуще этой конфессии, которая с трудом смогла преодолеть, придя на территорию, из территории вот, Речи Посполитой. Второе направление адаптации – это взаимовлияние с иноязычной, инокультурной средой. Коренное население буряты и венки нужно было найти в определенную вот,
стадию отношений. И вот здесь очень у нас есть много примеров, когда действительно происходило взаимовлияние культур. У нас сегодня очень много есть слов заимствованных у староверов Забайкалья из бурятского языка и наоборот. Нужно было научиться у коренного населения выживать в тяжелейших условиях, обрабатывать шкуры, шить определенные вот эти ичики, курмушка. Это все как раз происходит то, что было заимствовано у бурят для того, чтобы выжить в этих условиях. Сегодня наши филологи, вот, здесь нету, большой есть такой словарь Говоров, семейский Забайкалье, наши коллеги, факультет филологии, кафедра исторического языкознания работают над диалектом и как раз изучает то, что было заимствовано в языке, в культуре, в хозяйственной лексике, в экспрессивной лексике. Это сегодня есть пример достаточно серьезного такого взаимовлияния двух культур. И третье направление адаптации – это взаимоотношения с русским населением, с сибиряками, да, называть их, те, кто… И самый тяжелый был процесс адаптации. Почему? Потому что они были представителями все Никонианской церкви. Вот почему есть такое понятие закрытость староверов, замкнутость. Эта замкнутость была предназначена прежде всего для тех, которые они считали иноверными. И вот в этом понимании мы должны четко видеть разницу между понятием закрытости и то, что сегодня представляет старообрядчество вообще. Ну и надо сказать о том, что Петр I, начиная с таких вот серьезных реформ, когда он создает Синод, постарался очень много сделать в отношении раскольников. Ну вот я вам сказала пример того, что это было прежде всего налог на ношение бороды, тройной оклад. За неповиновение носить выдирали ноздри раскольникам, потому что они не повиновались. Вот все это было для того, чтобы учинить раскол, начать контролировать ситуацию, потому что огромное количество людей не подчинилось той реформе, которая для них была принципиально непонятна. Екатерина II, да, вот она тоже, посмотрите, сколько создает указов. И для нее было принципиально важно найти компромисс, потому что это огромное количество населения, с которым нужно было сотрудничать, работать, в любом случае как бы видеть в них своих. Особенно хочу сказать о вот этом указе. Вот последний, да? Закон, который она не так легко он и дался. Почему? Потому что закон о разрешении выбирать староверов в общественной должности. Ну, я поясню ситуацию, что такое общественные должности. Все у нас управление шло в сельхозволости, волостное управление управлялось с помощью схода, назывался мирская изба. Вот сход мирской избы решил выбрать старосту такого-то, да, и там всегда должно в характеристике прописано православного вероисповедания. А когда такое огромное количество староверов прибыло на территорию Забайкалья, да, вот нашего Надейного, у нас в нашем архиве огромное количество документов, где пишут, мы там староверы села Надейно, Десятников выбрали своего старосту Ивана Трифонова, Раскольника, ну так как это писарь-то пишет чиновник же, Раскольника, поведение хорошего, налоги платят за 3 года вперед. Вообще староверы все, когда жили, создавали свой экономический магазин на случай форс-мажора, если что-то случится, да, с их с представителями общины, и платили налоги за 3 года вперед, чтобы с государством никаких отношений не было, никаких претензий к ним не было. Что вдруг они что-то там, потому что, находясь так далеко, для них это было принципиально важно. И вот когда вот такие указы шли, то что оставалось? Куда они писали? Они писали в Иркутскую духовную конституцию: разрешите избрать старосты раскольника, потому что все население из числа раскольников, поэтому как может быть человек из православного синодальной церкви управлять ими? Это бесполезно, хозяйственная единица разрушится, да? И вот таких очень много. И вот особенность того, что нашим забайкальским староверам очень многим разрешили, и у нас они выбирались на общественные должности, и эти должности сохраняли до конца, пока вот этот процесс миграции или вообще, когда не сменился институт государственного управления, оно дальше не смогло что-то изменить. Поэтому каждый из этих документов являлся достаточно принципиальным вот для императора. Что касается XIX века, здесь у нас особая тема. Почему? Потому что, придя к власти Николай I, он вообще займется систематизацией законодательства. Почему? Потому что для него принципиально будет разобраться со всеми документами нормативными, которые шли по части раскола. И он это сделает достаточно серьезно. Посмотрите, огромное количество документов, которое было принято за этот период при нем. 593, из них только 426 посвящалось раскольникам.
Это вот эта тема была для всех принципиально важна, кто приходил к власти. Не забывайте, что при Николае I еще и войны велись, и проблемы были внутри государства, и реформы нужно было делать, но тема раскола интересовала всегда. Вот что для нас характерно с вами, то впервые начнется деление раскола в 3 степенях. Секты вреднейшие, секты вредные и секты менее вредные. То есть это те, которые, в принципе, поповцев, да, менее вредные. Почему? Потому что они совершали, у них был храм, был священник, а для нашего региона было еще такое понятие, как без поповцев, потому что мы жили далеко, откуда здесь попа взять. И у нас очень часто перебегали попы из Никонианской церкви. Вот это перебежчиков, поэтому они считали, что это миссионерская работа. Вот для Николая I это принципиальное то, что он сделает в отношении староверов. Еще одно значение имеет в 20 веке такой документ, как манифест о укреплении начала веротерпимости. Этот документ вообще касается всех конфессий. Принципиально старообрядчество ничего нового, наравне со всеми получит такие же права. Но что характерно для них, это было, они получат право получать паспорта, дети могут учиться в университетах, появится институт старообрядчества, появится типография старообрядческих. Это принципиальная позиция, которая появится 1905 года, если и касается этой конфессии. Особо хочу сказать о временном правительстве, которое у нас было совсем немного, 9 месяцев, но за этот период они смогли поднять вопрос о свободе совести и даже решить вопрос о том, что департамент должен как раз заниматься вот вероисповеданием на славных и на верных. Вот это очень важная была позиция, потому что как раз они хотели продолжить вот это демократически, как бы либеральное направление в отношении тех конфессий, которые не относятся к государственным. Ну вот не удалось, да, исторически мы знаем, временное правительство существовало недолго. Все остальная история связана с приходом к власти большевиков. Эти документы, которые будут приняты отделением церкви от государства, вот эти документы первой половины 20 века, станут для всех конфессий проблемой. Это будет изъятие, закрытие храмов, изъятие колоколов и страшная, наверное, такая трагедия коснется всех духовных лиц и священников. Вот в этот период наш тогда избранный Амвросий Федотов как раз будет репрессирован за то, что вот во время советского такого тоталитарного режима, в период атеизма, проводил богослужение тайно, имел огромное количество старообрядческую библиотеку, и все это станет историей, ну, наверное, страшных страниц не только конфессий, такой как старообрядчество, да, 20 век. Что касается сегодня, да, мы сегодня говорили о том, каким образом меняется ситуация. Для всех существует 2 документа, но по которым определяется место, 3 документа даже, да, роль любой религиозной организации. Что касается древнеправославия как конфессии, на сегодняшний день мы можем говорить о том, что количество их как организаций достаточно невелико. Это небольшие цифры для Российской Федерации вообще, да? Ну, еще, наверное, можно затронуть тему, которая связана с документами, на основе которых строится вся история этой конфессии. Тяжелая судьба как раз зафиксирована во всех документах. В какой бы архив вы ни пришли, не попросили документ, который касается старообрядчества, они все идут под грифом «секретно». И вот работая в Санкт-Петербурге, я помню, приносили папки, которые, знаете, так холодом и веет. О недозволении, о закрытии, о изъятии. То есть это было на протяжении всей истории государства. Что касается вот того распоряжения, по которому говорила «Мирской исход», да, вот очень часто писали, уже неохота было каждому старосту писать, что вот отчеты сдавали каждый раз, каждое там село Тарбагатайское волостное управление отправляет отчет о вероисповедании на данный момент. Вот у нас в этом период проживали и магометан, там 6 человек католиков, 8 православных, столько отдельная страничка раскольников. И конкретно пишут по каждому году, потом они уже перестали писать, пишут, ведомство Бичурское сообщает, что раскольники бичурского селения метрических книг не ведут, образ жизни ведут положительный. То есть они вот так уже их. А если говорить, откуда они, если искать, допустим, какие-то документы нужны, то для всех документов
у нас правильное написание, они называются в архивных новопоселенные из поляков. Когда приходили сюда, их зафиксировали как новопоселенные из поляков. Вот иркутская, Покровская старообрядческая община, о ней очень много интересных документов сегодня есть. Ну и отдельная, наверное, тема, которая заслуживает особого внимания, это книга старообрядческая, которая пришла на территорию нашего региона. Почему? Потому что везли они? Самое дорогое для них была икона, которую провести было сложно, все равно рисковали, везли, да, и потом научились только медные склади. В Забайкальском крае было это литье очень хорошо развито. И старообрядческая книга. Сегодня наш регион характерен как раз вот представителем и Поповского, и Беспоповского направления старообрядческой книги. Здесь конкретно мы можем сказать о том, что старообрядческая книга была особо дорога не только как предмет, ну, что такое книга во время ведения службы, да, литургии, нужна богослужебная литература, скажем. Для старообрядцев нашего региона, особенно для беспоповцев, было характерно наличие полного круга чтения. То есть для них было принципиально важно не что читать, а как читать. И почему было принципиально важно умение иметь авторитетный, говорили, грамотный старик, уставщик, потому что он правильно читал богослужебную литературу по тем канонам, которые записаны были в Кормче до реформ Никона. Да? И вот эти моменты все сегодня нам позволяют говорить о том, что у нас сохранилась литература не только богослужебная, у нас сегодня очень много есть духовных стихов, у нас есть полемическая литература, то есть староверы задавали вопросы, писали в Москву, почему такие вопросы, почему Русской Православной Церкви можно то-то, а нам нельзя. И вот эти полемика, она была на протяжении всей истории присутствия старообрядцев в любом регионе. Поэтому я прошу обратить особое внимание и здесь акцент сделать на том, что для староверов, для тех, кто является последователем сегодня этой конфессии, принципиально важно сохранить прежде всего духовность. Вот и сегодня у нас, где-то, знаете, в 2006 году было исследование в Республике Бурятия, граждан спрашивали, какой маркер для вас, да? По каким критериям вы определяете старообрядчество. Вот та картинка, которую я вам показывала в начале лекции, говорит о том, что маркером для забайкальского старообрядчества является костюм, вот, одежда, да, женщины. Вторым маркером являлся фольклор, то есть то песенное творчество, которое сохранилось. И самым низким маркером для нас является религиозный фактор, потому что мы в историю нашей республики вошли как материальное духовное наследие культуры староверов, но не вот, количество прихожан. Вот в отличие от тех регионов, где были, вот, если сравнивать с Прибалтикой, с Эстонией, вот, с Румынией, в ноябре мы были во многих старообрядческих общинах Липован современной Румынии, то там прежде всего присущие вот такой аскетический образ жизни, это такой монастырский вид одежды, огромное количество храмов, ведение службы по канонам, правильные вот мастерские по лестовкам, росписи, иконопись, то есть они сохраняют это в большей степени. Ну, особо хочу сказать, что в рамках Евросоюза сегодня это можно. Почему? Потому что сегодня, вот, как мы говорим, мы же выбираем модель государственно-конфессиональной политики, как государство относится, да, как государство финансирует. Мы, все конфессии у нас поставлены в равной степени, да, перед государством на основе закона. В странах Евросоюза это немножко иначе. Сегодня вот для Румынии старообрядческие общины Румынии имеют программу поддержки в 1 миллион евро в год. И представляете тогда, вот те храмы, которые нам показывали, центры культурные, у них очень много развито изучение русского языка. Они именно создают букварь русского языка в Румынии, старообрядческий напев, книги огромное количество, целое направление в Бухарестском университете, поддержка национальных культурных центров. Те вот дома культуры, которые мы видели в Румынии, это серьезное такое вложение финансовых средств государства, где трехэтажный дом. Вот, если наш дом культуры, да, в любом районе, вы все, наверное, представляете, что из себя представляет, то для нас было, конечно, принципиально увидеть, что в каждом доме культуры свой музей, на втором этаже хорошо сделанный, там своя библиотека, большие концертные небольшие такие площадки, и все это поддерживается, и с удовольствием люди работают. И вот насколько я общалась с ними, поняла, что им все равно. Они говорят, когда мы жили в Советском Союзе, мы смотрели, что скажет СССР. Да, вот и румыны же, они то государство, которое в период Чаушеску, то сейчас, говорят, мы, конечно,
обращаем внимание, что на нас скажет Евросоюз. Но простым гражданам главное, чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, чтобы поддерживалась их традиция, их религия. И для них сейчас не принципиально важно, кто у нас у руля и кто у них и почему. Главное, вот в странах зарубежных это достаточно ярко проявляется. Да? Вот эта ситуация принципиально важна. В одном из части в симпозиуме в Японии хочу сказать, что староверов японцы изучают очень давно, потому что присутствие староверов, вот та ветка, которая уходила, она показывала на Дальний Восток, несколько общин, небольшое количество, там 32 человека ушли на территорию острова Хоккайдо. Вот. И присутствие староверов в Японии, это тоже стало сегодня таким толчком, что сегодня даже есть институт славистики в университете Саппоро, который изучает с такой подробностью. И вот участие в таком симпозиуме позволило убедиться в том, что старообрядчество интересно не только у нас в России, это и в странах таких противоположных, скажем, как страны Евросоюза и Япония, и где есть центры, и центры с определенным научным таким планом серьезно, потому что для японского исследователя сегодня очень интересны все ситуации, связанные с расселением их в Маньчжурии, в Харбине, в Хайларе, и это они делают достойно. Очень интересно, много книг написали по этой тематике. Ну, на сегодня остановимся. Со старообрядчеством у нас с вами еще 2 лекции. Да? Там мы с вами поговорим уже конкретно о материальной культуре, и я уже на то, и мне хотелось бы, чтобы вы поработали со словарем говоров. Потому что там есть вещи, которые можно применить во время школьного урока, и поработаем с особенностями костюма. По времени я